Уйгурская земля – родина волшебного инжира. Более 2000 лет назад открылся Великий Шелковый путь. Его сердцем стала уйгурская земля. Меня привезли во все уголки срединной равнины Китая из места, называемого Западный Уйгурский край. Цветы в моем сердце бесконечно сладкие. Жители Западного Уйгурского края дали мне ласковое имя – Анжир, что означает «сахарный мешочек, висящий на дереве». Посмотрите, каждый, кто меня пробовал, знает, насколько я сладок. Я самый сладкий. И хотя меня называют плодом без цветка, инжиром, не думайте, что я не цвету. На самом деле, когда вы разламываете мой плод, эти густые, крошечные и многочисленные медовые нитевидные лепестки и есть мои цветы. Когда мы направляем увеличительное стекло на эти крошечные бутоны, перед нами открываются детали цветка инжира. В каждом нашем плоде обычно скрыто более 1000 таких цветков. Именно они являются одним из источников нашего медового вкуса. Крайне короткий срок хранения и строгие требования к климату сделали меня в глазах многих драгоценным и капризным фруктом. Но это лишь внешняя сторона. В этом парке площадью около 2500 квадратных метров растет более 700 инжирных деревьев, возраст которых превышает 100 лет. Возраст самого старого дерева достигает более 400 лет, и оно до сих пор приносит обильные плоды. Глядя на нас, трудно представить, что хотя для многих некоторые места в уйгурской автономии кажутся бесплодной и пустынной землей, мы там прекрасно растем. В уезде Атуш площадь гор превышает 90%. Повсюду гоби и каменистые земли. Но именно эта щелочная почва подходит нам лучше всего. Более того, округ Атуш расположен на южных склонах горной гряды Тяньшаня, на западном краю Таримской впадины. Здесь мощное солнечное излучение, суммарная солнечная радиация достигает 12 тысяч калорий на квадратный сантиметр. А среднегодовое количество солнечного периода достигает рекордных 2720 часов. А резкий перепад температур дня и ночи активирует фотосинтез и создает уникальные условия для цветения сладких плодов. Такие мощные световые условия в сочетании с талой водой ледников Тяньшаня помогли мне и моим братьям и сестрам создать в самом сердце уйгурской земли уникальный город инжира. Атуш – это родина уйгурского инжира и место, откуда началось его выращивание. Инжир из Артуша славится местным сортом «желтый ранний», который отличается ярким цветом плодов, высоким содержанием сахара, крупным размером и нежной, тающей во рту мякотью. Каждое лето и осень, собирая богатый урожай и лакомясь инжиром, именно так выглядит сладкая жизнь людей в округе Атуш. Однако нет ничего идеального. У местных жителей была одна, казалось бы, неразрешимая проблема. Каждое лето и осень уйгуры собирали богатый урожай и лакомились инжиром, но сорт «желтый ранний» хранится недолго и доступен в свежем виде только с июля по октябрь. Долгое время не было новых сортов и не решалась проблема продления сезона продаж. Но это не остановило жителей Атуша. В 2023 году округ через привлечение инвестиций внедрил новый сорт – бордовый инжир. Он обосновался в деревне так у города Атуш. Половина земель этой деревни площадью более 45 квадратных километров была создана людьми из речного ила, который перевезли в теплицы прямо в пустыню Гоби. В тот же год удалось успешно внедрить внесезонное выращивание. Это навсегда изменило историю Атуша, когда свежий инжир был доступен только одного сорта и только 4 месяца в году. Технологии наделили нас силой, позволяя все сезоны нести сладость уйгурской земли за пределы округа и уйгурской автономии. Мы отправляемся во все уголки нашей прекрасной страны, чтобы люди в любом уголке могли насладиться нашим вкусом Атуша. Мы – маленькие плоды, но при этом очаровательная визитная карточка края. Распространяясь с древних времен с уйгурской земли по всему Великому Шелковому пути, мы с помощью современных логистических цепочек стали свидетелями того, как уйгурские садоводы пишут своим инжиром самые сладкие истории шелкового пути новой эпохи.